Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24. В студии Даржусат и коротко о главном. Глава Тувы Владислав Хавлы в честь 1 мая вручил госнаграды отличившимся труженикам. Узнать о подвиге тувинских героев теперь можно и на сайте «Книга памяти Республики Тыва». Сегодня в национальном парке столицы открылся веревочно-туристический городок. В Дзунхемчикском районе Тувы состоялось открытие сезона конных скачек. Вот и наступил 1 мая, праздник мира, весны и труда. В столице Тувы на главной площади прошли торжественные мероприятия. Также были развернуты различные познавательные площадки для жителей и гостей республики. О самых интересных локациях и праздничном настроении граждан смотрите в репортаже Айсу Мангуш. Торжественные мероприятия в честь празднования 1 мая в 8:30 утра в Кызыле начались с концерта акции, посвященного автопробегу «Победа будет за нами» в рамках фестиваля «Музыка о своих». Автопробег стартовал от здания Тувинской государственной филармонии. Фестиваль в поддержку участников СВО – это первый проект, реализуемый в Туве на средства президентского фонда культурных инициатив. В рамках данного проекта даем старт автопробег по 5 городам нашей республики. Это город Туран, город Кызыл, город Чаганар, город Чадан, город Агдовурак. И мы завтра обратно возвращаемся. Проект также приурочен к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Напомним, что логотип одного из важнейших мероприятий Тувы 2024 года создал известный тувинский художник-живописец, член Союза художников России Шой Чурук. 80-летие Тувинское народное вхождение в состав Советского Союза, это значит, ты должен знать историю, культуру. И, конечно, в то время наш герб, форма герба был именно вот такого вида. Одним из красочных мероприятий на 1 мая является торжественный парад трудовых коллективов, которые ставят главной задачей созидательный труд. В шествии приняли участие кызылские труженики, труженики здравоохранения, Министерство топлива и энергетики, Министерство дорожного хозяйства, строительства, культуры, спорта, представители молодежных объединений, а также мэрия города Кызыла и многие другие. Глава Тувы Владислав Хавлы поприветствовал жителей республики и пожелал всем хорошего настроения, неизменной бодрости духа и трудовых побед. Майский день был и остается любимым для всех нас. Он объединяет людей разных профессий и поколений, несет в себе радость весеннего обновления, сохраняет нашу базовую ценность. Отдела социального обеспечения Тувинского областного исполкома. К поздравлениям присоединились ветераны труда, сотрудники организаций, представители молодежных общественных объединений и жители Кызыла. Поздравляю всех с праздником 1 мая, мир, труд, май, как говорится. Всего самого хорошего летом в жизни в общем. Праздником весны и труда. Поздравляю всех кызылчан и гостей столицы с праздником весны и труда. Поздравляем жителей нашей красивой республики с первомайскими праздниками. Желаем всем удачи, успехов в работе, здоровья и всех семейных благ. Народная дружина Енисей поздравляет вас с майскими праздниками. Поздравляю всех жителей города с вашим прекрасным праздником. Далее мероприятия были запланированы на площади Арата, где развернулись десятки торговых палаток с продукцией местных товаропроизводителей и не только. Ксения Осколкова рассказала, как хобби превратилось в источник дохода. Занимаюсь мыловарением с 2021 года. Это мое хобби, мое увлечение, которое мне приносит, в принципе, как и доход, так и удовольствие. Я самозанятая. На массовые мероприятия нас приглашают фонд предпринимательства, либо мэрия звонит, тоже приглашают нас. Стараюсь по возможности всегда принимать участие в таких мероприятиях. Индивидуальные предприниматели и самозанятые с удовольствием презентовали свой товар жителям и гостям Тувы. Например, Адаш Лама и Арат Дамдын. Я изготавливала свечи ручной работы.
Они все изготовлены из натурального соевого воска и из ароматической отдушки. На изготовление, допустим, формовой свечи требуется 1 день. В данный момент сегодня участвуем на этой ярмарке, продаем пазлы. Идея к нам пришла январскими вечерами, когда мы с женой и супругой сидели дома, собирали пазлы и подумали про себя, и пришли к выводу, что может быть попробовать. Было бы здорово, если у нас были бы пазлы с туристской тематикой. У нас, получается, есть 2 разных набора. Это уже набор для более взрослой публики, от школьников, студентов, взрослые люди. Это, получается, пазлы на 500 деталей. Еще есть второй набор пазлов, это набор 4 в одном. Это уже для маленькой публики от 3 лет. Онзага Яндар, студентка Тувинского сельскохозяйственного техникума, продемонстрировала ознакомительный мастер-класс по стерилизации животных на манекене и напомнила про гуманную стерилизацию животных, что на сегодняшний день является актуальной для всех хозяев с домашними животными. То есть потом еще делаем общий наркоз, получается. После, внутримышечная, мы подготавливаем кошку операции. Сначала мы выбриваем, устригаем, соблюдаем асептику и антисептику. Тувинский политехнический техникум также развернул свою уникальную площадку, в рамках которой Станислав Салчак презентовал работы их учебного заведения по решению проблемы с электричеством на отдаленных чабанских стоянках. Ведь предоставление электричества имеет большое значение для улучшения условий жизни и работы людей, занимающихся животноводством, считают студенты. На создание макета ушло более 1000 сушепалочек. На данном макете мы показываем современную чабанскую стоянку. Общая сумма всей проводки 500 тысяч. Все работает на солнечных батареях, независимо от энергии, поставляемой городом. Подготовка участников ярмарки радовала всех жителей и гостей столицы. Интересно объясняли, отвечали на интересующиеся вопросы и проводили интерактивы с гостями праздника, что создавало особенно теплую и уютную атмосферу праздника весны и труда. К примеру, Кызылский транспортный техникум у всех на глазах разобрал коробку передач автомобиля. Также активно принял участие в проекте «Лаборатория безопасности», осуществляемой совместно с Министерством образования и Госавтоинспекцией в рамках пропаганды безопасности движения детей на дороге. Сегодня организовали площадку, на которой дети могут обучиться правилам безопасной езды на велосипедах и самокатах. Для детей проводим конкурс на знание правил дорожного движения. Неоценим труд и преданность делу трудовых коллективов Тувы, ведь они являются основными стержнями развития республики, способствующие процветанию и прогрессу региона. Айсу Мунгуш, Чайхан Донга, Казамат Очур, телеканал Тува-24. В правительстве республики состоялась церемония вручения государственных наград ко Дню весны и труда. Были отмечены отличившиеся в своей сфере работники за добросовестный труд и высокие достижения. Тему продолжит наш корреспондент. В большой зал правительства были приглашены врачи, учителя, деятели искусства, труженики села и работники самых разных сфер деятельности. С приветственной речью перед собравшимися выступил глава Тувы Владислав Хавалы. Руководитель региона выразил глубокую признательность нашим достойным согражданам, которые внесли и вносят неоценимый труд в процветание родного края. Слова «мир», «труд», «май» являются символами истории нашей большой многонациональной России. Для Республики Тыва 2024 год знаковый. Мы все вместе отмечаем 80-летие добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав большой страны СССР. Это историческое событие стало крепким фундаментом новой истории республики. Многонациональный народ Тувы, как никто, на своем примере хорошо знает, что такое братская помощь и единство народа. Сегодня хочу с особой теплотой поблагодарить наших ветеранов. Нам нужно учиться у старшего поколения умению напряженно работать, не щадя ни сил, ни времени. Их многолетний труд, мужество, терпение и настойчивость лежат в основе развития республики. Лучшей в сфере образования отмечена Любовь Суван, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы села Чахоль Чахольского района. За многолетнюю добросовестную работу ей присвоили звание «Заслуженный работник образования Республики Тыва». Любовь Суван начала педагогическую деятельность в 1982 году. Ее непрерывный стаж работы составляет 42 года. Благодарю за высокую оценку моего труда,
заслуженный работник Республики Тыва. Это очень почетно и очень ко многому обязывает. Я пронесу это звание, постараюсь достойно пронести. Спасибо Владиславу Товариштаевичу за то внимание, которое уделяет образованию. Строятся новые современные школы. Пусть работа в этих школах приносит нам вдохновение и удовольствие. Хочу еще раз поблагодарить свое родное Министерство образования и родной коллектив Чахольской средней школы, своих учителей и их родителей. Благодаря им я сегодня получила эту награду. Копилку достижений пополнил Владимир Фалалеев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис». За значительный вклад в развитие Тувы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу был удостоен медали за заслуги перед Республикой Тыва. Я горжусь тем, что живу в Туве, живу вместе с вами и трудимся на благо нашей республики. Хочу всем пожелать жителям нашей республики процветания, благополучия. И те ребята, которые сегодня находятся на самой передовой линии, это ваши дети, внуки, чтобы они все вернулись к нам в республику. А за ту высокую награду, Владислав Товариштаевич, большое спасибо. И это заслуга моего коллектива, в котором я имею честь трудиться. Это 100% тех людей, которые ежедневно, 24 часа в сутки, 365 дней в году наш коллектив работает. В 1992 году Верховным Советом Тувы был утвержден флаг республики. Цвета флага республики глубоко пропитаны местной культурой и традициями, отражая основные качества и ценности жителей. Золотой цвет символизирует богатство, голубой чистое небо, белый олицетворяет чистоту. Он также напоминает о традиционном напитке тувинцев чае с молоком, который первым делом преподносят гостю. Автором флага, который внес огромный вклад в создание символики и культурного наследия республики, является Оюнол Сад. Его творчество и талант художника помогли создать один из наиболее узнаваемых символов Тувы – национальный флаг. И сегодня в честь празднования 1 мая Оюнол Токтугу Оглу награжден почетной грамотой главы Республики Тыва за высокий профессионализм и заслуги в области культуры. За всю свою трудовую деятельность он успел поработать в нескольких образовательных учреждениях. Был Тува-турецкий лицей совместный, да, учебно-трудный. Пригласили туда поработать, потому что к тому времени я уже владел 4-м языком, то есть тувинский, русский, турецкий, ну и по словарю английский. Так что я полиглот. За неоценимый вклад в развитие Тувы и многолетний плодотворный труд звания Герой труда Республики Тыва удостоен генеральный директор ООО «Восток» Сергей Уюсов. Развитие строительной отрасли играет ключевую роль в экономике республики. Также масштабные действующие проекты способствуют развитию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, поделился градостроитель. Экономика нашей республики, кто-то, может быть, со мной не совсем согласится, она не просто растет, она стартовала, потому что вот еще 2 года назад у нас не было практически строительства жилья. Переселение из ветхого, дети-сироты. Сегодня у нас зарегистрировано несколько спецзастройщиков. Сегодня у нас ведется строительство по ипотечным кредитам. Сегодня строятся школы, детские сады, учреждения культуры. Такого объемного строительства социального жилья, объектов культуры, образования не было даже в советское время. Поздравляю всех с праздником. Это праздник мира, труда, всем благополучия, счастья и все мечты, которые у нас есть, чтобы они воплотились.
Медалями Республики Тыва за заслуги перед Республикой Тыва наградили Алима Оржака, директора спортивной школы Олимпийского резерва Барунхимчикского района, Анатолия Мангуша, заместителя директора по организации летней работы республиканского казенного предприятия авиакомпании «Тувинские авиационные линии». Их преданность труду является значимым вкладом в развитие спортивной и авиационной отрасли республики. Также медалями Республики Тыва за доблестный труд наградили Ачикая Амада, ветерана спорта республики, и Андрея Троцана, генерального директора открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ». Кроме этого, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва» было присвоено Ларисе Оржак, врачу-офтальмологу Республиканской детской больницы, которая проявила высокий профессионализм, заботу о маленьких пациентах и преданность своему делу. В полном списке награжденных десятки имен. Героями дня стали врачи, ежедневно спасающие сотни жизней, воспитывающие наших детей и учителя, работники культуры, труженики села и все те, кто вносит огромный вклад в развитие республики. И в продолжение темы празднования 1 мая. На одном из главных стадионов Кызыла прошли соревнования по национальной борьбе «Хуреш». Помериться силами в столице всех районов Тывы приехали 64 борца. Более подробно смотрите в сюжете далее. Тувинская борьба «Хуреш» – древний любимый национальный вид спорта с красивым ритуалом, разнообразными приемами и захватами. И по праву является национальным достоянием тувинского народа. «Хуреш» с ранних лет учит преодолевать трудности, воспитывает крепкий характер и стремление к победам. В честь празднования 1 мая в столице Тувы прошли захватывающие соревнования по «Хурешу» среди мужчин. Здесь съехались борцы почти со всех районов Тувы, кроме Терехольского и Тоджинского. Сегодня из 4 подгрупп определим сильнейших, и 2 мая уже выявим победителей. В каждой подгруппе по 16 участников, и получается, на одного борца приходится по 15 соперников. На арену вышли 64 сильнейших борца, чтобы побороться и продемонстрировать свое мастерство. Один из них – Кайгалол Ондар Хартага Мюгге, титулованный борец Тувы из Судхольского района. Напомним, что звание было ему присвоено на прошлогоднем чемпионате по национальной борьбе «Хуреш», который проводился в честь праздника животноводов Надым 2023 и Дня Республики. Тувинской национальной борьбой «Хуреш» занимаюсь еще с раннего детства. Если быть точнее, то с детского сада. По сей день принимаю участие во всевозможных соревнованиях. И сегодняшнее соревнование не стало исключением. Здесь собрались сильнейшие борцы республики. Все они готовились всю зиму, поэтому подготовка достойная. Трибуны стадиона были заполнены поклонниками «Хуреша». Каждый из них болел за своего фаворита. Борцы продемонстрировали не только высокий уровень подготовки и техническое мастерство, но и настоящий национальный дух тувинского народа, который ощущался в каждом поединке. Для меня нет более красивого вида спорта, как тувинская борьба «Хуреш». Всей душой люблю «Хуреш», поэтому не упускаю возможности насладиться зрелищными схватками. Я болею за каждого своего земляка, но в большинстве случаев за Сайнбелека Тулюша. Отмечается, что за первое место вручается денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей, за второе – 50, третье и четвертое – по 30 тысяч. Последующим борцам до 8-го места по 20 тысяч рублей и до 20-го вручили ценные призы. В рамках реализации проекта «Воины Тувы. Потомки черной смерти. Вечная слава и вечная память» вовсю ведется работа по увековечиванию памяти погибших воинов в различных боевых конфликтах, в том числе в зоне специальной военной операции. Одним из способов почтить и увековечить память павших героев стал сайт «Книга памяти Республики Тыва». Кто занимался его разработкой и в чем его задача, узнавала Орлана Бойду. 2 недели назад был запущен новый интернет-сайт «Книга памяти Республики Тыва», в котором опубликованы очерки о 100 воинах из республики, погибших в специальной военной операции. Разработчиком уникального сайта является программист Валерий Иргит. Признается, что на протяжении 6 месяцев он продумывал и разрабатывал каждый элемент до мельчайших деталей, чтобы любой желающий смог побольше узнать о подвиге тувинских героев в один клик. Поскольку я разработчик, в первую очередь, конечно, мне этот проект интересен тем, что он технологически новый.
То есть, аналогов в Туве, конечно, нету, и в России не везде такие проекты есть. И с точки зрения новизны, вот этой технологической, мне вот лично самому было очень интересно попробовать, поработать над этим проектом. И плюс к этому, конечно же, каждый из нас должен чувствовать ответственность перед историей. И поскольку я могу делать такие вещи, я чувствую груз ответственности, что должен обязательно. Это, наверное, пожалуй, один из главных проектов в моей жизни. На сайте можно познакомиться не только с историей жизни воинов Тувы, но и почтить их память посредством виртуальной свечи Чула. Каждый может зажечь Чула, а также оставить отзыв о подвиге наших земляков. Команда проекта запустила акцию «1001 свеча памяти», чтобы все неравнодушные жители подключились к акции. Только за 2 недели виртуальную свечу зажгли около 30 тысяч человек. Далан Дангак стал одним из тех, чей подвиг останется в памяти навечно. С самого начала спецоперации он принял решение не оставаться в стороне и защищать родину. Бесстрашие, чувство справедливости, ответственности за каждого своего бойца как командира взвода его преследовало на протяжении всей его службы. Сослуживцы до сих пор отправляют его супруге письма о том, как им не хватает рядом офицера, крепкого плеча Далана Дангака. Его подвиги были настолько, я считаю, что храбрым, что не описать словами. Он шел только вперед и командовал он своими солдатами только на правильный путь и всегда справлялся. Погиб он 14 августа 1922 году. Погиб, спасая своих сослуживцев, отдал свою жизнь, что самое ценное для всех нас. Для всей семьи этот день стал роковым в их жизни. Несмотря на горечь утраты, все близкие и родные гордятся подвигом офицера, воина, защитника, человека с большой буквы Далана Дангака. Супруга поделилась, что герои живы, пока жива память о них. На специальной военной операции погибли наши мужья, братья, отцы. И я хочу высказать огромную благодарность Роланде Сергеевне, которая чтит память о нашим самым дорогим людям. Написали на сайте короткую, но самую дорогую для нас близким, краткую автобиографию наших любимых людей. Свою благодарность проекту выражает и Владимир Опежик. Память о его сыне Шоране Сана также увековечили на сайте. По словам отца, старший сын решил посвятить свою жизнь армии после прохождения срочной службы. Как только началась спецоперация, сразу в числе первых отправился на передовую. Родные очень переживали за воина, но верили в его скорейшее возвращение. Но 27 апреля 1922 года, сопровождая гуманитарный груз своим сослуживцам, бойца не стало. По жизни мой сын был очень веселый, улыбчивый, все время улыбался. Он говорил, что если что случится, дядя или мама моей жене говорит, что не надо плакать. Надо все время улыбаться, смеяться. Семья Владимира Упежика воспитала достойных сыновей своей страны. На данный момент средний их сын Сергей Ксана, как и старший его брат, отважно борется за справедливость и за мирное небо в горячих точках. Также отец бойца поделился, что благодаря проекту «Книга памяти Республики Тыва» память о наших героях теперь останется навсегда в наших сердцах. Также Владимир Упежик отметил, что данный сайт можно использовать в образовательных целях, чтобы дети с малых лет знали историю героев. Если этот сайт развивать в школьных заведениях, то это будет очень хорошо. Наши дети будут знать своих героев, земляков, которые погибли за Родину. Чтобы узнать побольше о подвигах наших воинов, достаточно лишь ввести в поисковике «Книга памяти Республики Тыва» или tuvaheroes.ru. Также просим всех жителей активно подключиться к акции и выразить благодарность воинам, погибших за Родину. Зажжем каждому по 1000 и более свечу памяти, ведь герои живы, пока мы о них помним. Орлана Байдуба, Тырбазан, Самдам Иргит, телеканал Тува-24. В медицинском колледже Тувы свои двери открыл киноклуб Дерсу Узала. Теперь студенты не только будут грызть гранит науки, но и культурно проводить время за просмотром фильма, расширяя свой кругозор. В новом досуговом месте побывала наша съемочная группа.
Кино для молодежи часто становится не просто источником развлечения, а своеобразным окном в мир, где они могут узнать о различных культурах, идеях, проблемах и ценностях. Поэтому кинематограф занимает достойное место в деле воспитания подрастающего поколения. Студентка 3-го курса медицинского колледжа Алина Думенбаир посещает киноклуб, чтобы в кругу своих друзей обсудить детали кино. Также ребята проводят вместе больше времени и тем самым становятся более сплоченными. Мы очень любим здесь проводить вместе время с друзьями. То есть мы приходим вечером, включаем фильмы свои любимые и наслаждаемся просмотром. Киноклуб оборудован в студенческом общежитии медицинского колледжа. Кроме культурного досуга, он позволяет отдохнуть, отвлечься от сложных экзаменов и зачетов, разнообразить свободное время от учебы, не выходя из общежития. Комендант общежития Саяна Кискиол отметила, что открытие киноклуба положительно повлияло и на поведение студентов. Учащийся не слоняется от скуки по городу, а проводит время в окружении своих друзей и сокурсников, что не может не радовать. Студентам очень нравится, у нас киноклуб открылся. Ежедневно они смотрят тут телевизор, кино. Для этого мы очень старались своим студентам, чтобы киноклуб открылся. Доступ в комнату отдыха открыт круглосуточно для студентов, проживающих в общежитии. Он обустроен современным телевизором, мягкими диванами, пуфиками и мягким ковролином. Также здесь установлена стереосистема для более качественного звука. Надеемся, что уютное место станет популярным среди студентов и будет способствовать их позитивному времяпровождению вне учебных занятий, а также развивать критическое мышление и интеллект. Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Национальным архивом Тувы в 4-й раз объявляется республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». Его основной целью является возрождение традиций семейных родословий, содействие и поддержка семейных ценностей. В нем может принять участие любой желающий. С первыми участниками конкурса пообщалась Инна Клоян. Алзей Мангуш в числе первых заявленных участников конкурса «Моя родословная». Родом Алзей Актыколовна из села Алданмадыр Судхольского района. По ее словам, вся ее родословная началась именно в этой местности. На ее плакате можно увидеть 5 поколений, начиная от правнуков до прадедушек и прабабушек. Все данные о семье участница конкурса начала собирать еще с 2019 года. У меня получилось вот такое древо. И это здесь только наша семья. Это дочки, сыны моего отца и моей матери. А еще я собирала вот родню всех папин родственников и мамин родственников. Их очень много. Около 50 человек, по-моему. Я составляла список всех вот членов, у кого какие родня, где родились, кем работали, кем они стали, сколько детей, сколько правнуков. Она начала с изучения семейных документов, узнавала у родственников, чтобы собрать как можно больше информации. В этом проекте можно увидеть, как на древе разрослись веточки рода. Алзей Мангуш из многодетной семьи. Всего родных 10 человек. Конкурс стал идеальным стимулом узнать всю родословную до сегодняшнего дня. В этом древе где-то 200 человек. Ну, еще вот... Ну, это я сделала в 2020 году, да, сейчас 24 год. Но где-то 50 человек еще сюда надо включить. Но я вот начинаю тоже, как сказать, обновить древо, потому что они нужны вот подрастающему поколению. Кроме того, Алзей Мангуш выпустила книгу о своей родословной, начиная от самого младшего, заканчивая самыми старшими. В книге вся информация о 7 поколениях. В планах у автора дойти и до 8-го поколения. На обложке фото родного края Судхольский район. Книгу я вот обложку сделала, да, тоже памятную обложку сделала. Вот это местечко Ак. Вот. Ак называется. Это я брала, потому что это родные места наших предков. Они тут жили, тут родились, и потом
после Акка, вот это река Ак. А дальше вот мост тут показано. Через моста езжаем вот на лето, все, тайга, Манчжурек, да, вот туда дорога, дальше. Это манчжуреки жили, все наши, и сейчас живут. По мере того, как она углублялась в свое исследование, Алзей Мангуш обнаруживала все больше интересных фактов о своей семье и дошла до родственников, которые родились в конце XIX века. Подобные конкурсы способствуют укреплению семейных связей, формированию интереса к истории своей семьи. На сегодняшний день поступило 15 заявок, из них готовых работ 3. Данный конкурс «Моя родословная» проводится Национальным архивом раз в 2 года. И вот в этом году так совпало, что президентом год объявлен как год семьи. И в этот год по очередности должны были проводить и мы. Вот так удачно совпало. И хотим призвать всех остальных тоже принять участие в данном конкурсе. Работы будут храниться у нас в архиве. Мы передаем обратно участникам только работы большого формата. Это такие, как плакаты с георгиевским древом. А сами работы, описание этих работ будет у нас храниться на постоянной основе. Поэтому в дальнейшем, даже если останутся у нас, наши потомки могут ознакомиться со своими предками. В конкурсе может принять участие каждый желающий член его семьи, которым необходимо подготовить все необходимые материалы и связаться со специалистами Национального архива. Заявки и готовые работы принимаются до 29 ноября этого года, а итоги конкурса будут объявлены до Нового года. 28 апреля прошлого года в Туве открылся самый крупный в стране буддийский монастырь Туптен-Шедруплинг. По некоторым данным, за это время его успели посетить порядка 100 тысяч человек. Храм поистине является местом притяжения верующих из самых разных уголков мира. Какие мероприятия прошли в день годовщины открытия, смотрите в следующем материале. В единственный приезд в Туву в сентябре 1992 года его святейшество Далай-лама XIV успел определить место будущего храма. В те времена был установлен камень-закладка, своеобразный символ будущей стройки. Сегодня камень уже соседствует с построенным храмом. По-настоящему величественный храм, высота которого насчитывается более чем 50 метров, стал центром притяжения всех приверженцев буддийской веры. На пике строительства одновременно работало 450 человек разной направленности. Работа шла не поэтапно, а параллельно. Главным автором по внутреннему дизайну выступил именитый российский скульптор, художник-графист Даши Намдаков. Но стоит отдельно отметить, что отступления от канонов буддизма не было. Все символы, узоры, статуи абсолютно религиозно-каноничные. В честь годовщины для верующих здесь состоялись молебны. Мы сегодня провели молебны, обряды, обряд омовения и освящения и, конечно же, санкцалар. Санкцалар для того, чтобы нашей республике и, конечно же, в дальнейшем дальше развивался наш монастырь. И для нашей страны, чтобы было благополучие, мы такими благими помыслами делали обряд. Одной из главных реликвий монастыря является шарира тела Сугаты, мощи Будды Шакьямуни, вывезенные Далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю в ходе аудиенции представителям культурного фонда имени Кюджигета Шойгу в ноябре 2022 года в Индии. По наставлению его святейшества реликвию поместили в сердечной части статуи Будды Шакьямуни. Кроме этого, при наполнении статуи Шакьямуни внутри трона было засыпано чуть более полутонн крупы. Также все статуи наполнены по всем канонам буддизма священными реликвиями и текстами. Жители и гости Тувы посещают монастырь, чтобы помолиться за своих близких, родных и не только. Этот монастырь появился благодаря нашему министру обороны Сергею Шойгу, за что я ему очень благодарна. Когда есть возможность, всегда приезжаю сюда помолиться. Желаю всем жителям Тувы благополучия и счастья. Также редчайший монастырь является местом притяжения подрастающего поколения. Сотни школьников и студентов Тувы побывали в библиотеке при буддийском монастыре Туптен-Шедруплинг. Кроме этого, для них на постоянной основе проводятся экскурсии и мероприятия, которые направлены на духовно-нравственное воспитание. Со времени
временем это количество времени будет уменьшаться, человек уже будет жить максимум 10 лет, и дальше эта жизнь будет опять увеличиваться, и наступят времена, когда человек будет жить 84 тысячи лет, и тогда только наступят времена Будды Майтреи. Напомним, что самый крупный монастырь в России возвели благодаря культурному фонду имени Куджугета Шойгу. На сегодняшний день храм Туптен Шедруплинг стал достоянием республики, куда съезжаются тысячи паломников со всего мира. Мерген Оюн, Батырбазан, Самдам Миргит, телеканал ТУА-24. В местечке Боробулак, вблизи города Чадана Дзунхемчикского района, прошли республиканские соревнования по конным скачкам. Открытие 31-го скакового сезона в республике выдалось насыщенным и зрелищным. Об участниках, победителях и не только расскажет Мерген Оюн. Прямо за моей спиной финишная прямая. 31-й сезон конных скачек в республике официально считается открытым. Конные скачки – это один из самых любимых народных соревнований в Туве. Невозможно представить тувинца без лошади, любовь к которой передается из поколения в поколение. Дети с самых малых лет учатся сидеть верхом на лошади. Во время соревнований невозможно не заметить детей верхом на лошади, которые поддерживали участников соревнований. Это самый яркий показатель того, что конные скачки для тувинского народа – это больше, чем игра. Это страсть, эмоции и история. Сотни людей, участников, болельщиков, просто неравнодушных к данному спорту жителей собралось на открытие сезона конных скачек. Можно сказать, что все звезды сошлись. Солнце светило и легкий ветерочек, погода была благосклонна. По словам организаторов мероприятия, это Кызыльский и Терехольский районы, подготовка к скачкам началась уже в конце прошлого года, поэтому учли все нюансы. Усиленные наряды сотрудников полиции, МЧС, медработников. Специально огородили площадку для парковок и мест для продовольственных палаток. Регистрация участников заездов закончилась накануне дня проведения скачек, поэтому форс-мажоров не наблюдалось. Строгие требования к соблюдению всех правил безопасности выполнили все участники, в том числе требования к возрасту наездников. Разрешалось участвовать на скачках только с 15 лет и старше. Участвую в скачке рысаков старше 4 лет. Приехали из Кызылского района. Настрой у меня боевой. Долго готовились. А другим участникам желаю удачи. С 6 утра участники уже готовились к заездам. Ведь в 8 утра должны были начаться соревнования. Всего было 5 заездов. Скачки молодых рысаков и иноходцев до 4 лет на дистанции 10 километров. Скачки иноходцев старше 4 лет на 15 километров. Скачки рысаков старше 4 лет на дистанции 15 километров. Заезд лошадей до 4 лет на 15 километров. И скачки лошадей старше 4 лет на дистанции 30 километров. Мы сегодня, Кызыльский кажун и Терехольский кажун, организовываем данное мероприятие, то есть призовой фонд от нашего кажуна и все организационные мероприятия, связанные именно с проведением данных конных скачек. Главным призом по всем видам заездов у нас являются новые транспортные средства марки «Нева». Одним из победителей стала лошадь именитого борца Тувы Эреса Карасала. Каждый день в течение целого года усердно готовились. Конные скачки – это тоже очень трудный спорт. Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне в этом деле. Своей команде, родным и близким, наезднику Алденхерелу. Также особо хочу поблагодарить своего друга, который также готовил мою лошадь к скачкам. Это Андрей Хертек. Победителям и призерам в торжественной обстановке вручили подарки и ключи от автомашин. С приветственной речью и поздравлениями также выступил заместитель председателя правительства Тувы Виталий Бартнасады. Позвольте мне от лица главы Тувы Владислава Хавлыга и от лица своих коллег поздравить вас с началом 31-го сезона конных скачек. Все мы знаем, что каждый район, который проводит скачки, привносит что-то свое, как сделали это организаторы этого года. Это Кызылский и Терехольский районы. Они провели эти замечательные соревнования и подготовили отличные призы. Зрелищные заезды, концерт с участием заслуженных артистов, награждение победителей скачек. Вся эта атмосфера азарта, адреналина, праздника почувствовали зрители, болельщики, участники соревнования. А самое главное, сезон скачек начался. А значит, что в течение этого сезона конный спорт успеет еще вдоволь порадовать жителей и гостей республики. А в следующем году 32-й сезон конных скачек откроют Чедихольский и Тандынский районы. Мерген Оюн, Чайхан Донгак, Буян Мангуш, Самдам Миргит, телеканал ТУА-24. «Салют Победы» – это Всероссийский фестиваль народного творчества, направленный на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Абсолютно все регионы страны принимают в нем участие, в том числе и Тува.
Прежде чем представить регион на всероссийском этапе, необходимо стать лучшим из лучших у себя в регионе. Кто был претендентом на Гран-при и смог одержать победу, смотрите в нашем сюжете. В Доме народного творчества состоялся финал регионального этапа фестиваля «Салют Победы», который длился на протяжении 5 дней. В конкурсе приняли участие абсолютно все муниципалитеты Тувы, которые представили перед жюри как творческие номера, так и картины, посвященные подвигу предков в годы Великой Отечественной войны. Каждый день по 3 часа мы просматривали программу. В итоге это где-то 12 часов творческих программ. Приняло участие очень много художников. Представлено было картин более 200. Поэтому очень широкий охват, скажем так, населения нашим фестивалем-конкурсом. Представлять свой район с творческими номерами вызвались не только профессиональные, но и самодельные артисты, которые, к слову, на каждом фестивале народного творчества демонстрируют талант и сплоченность. Каждая команда вложила сердце и душу в подготовке своих выступлений, что сделало мероприятие еще более ярким и зрелищным. Представляем Дзунхемчикский район. Так-то готовились, наверное, больше месяца. Готовились, выступали, каждый день репетировали. Вот приехали. Я приехала из Кахемского района. Мы приехали с женским ансамблем «Сибирячка». Мне очень интересно было посмотреть остальных участников, потому что я неравнодушна, потому что это очень важно помнить о наших героях, о их подвигах. Я приехал из Зунхемчикского Кажуна. Мы всей командой приехали сюда, чтобы участвовать в гала-концерте фестиваля «Салют Победы». Нас около 50 человек. Все участники очень волнуются. Всем желаем добра и чтобы победил сильнейший. Победа фестиваля – огромный шанс для творческого коллектива не только проявить свои умения и таланты, но и представить свою республику на более высоком уровне на федеральном этапе конкурса. Такое достижение раскрывает новые перспективы и возможности, отметил министр культуры Тувы. Все старались. И при этом из этих коллективов выбрать одного самого, который представляет нашу республику, наш регион перед Россией. Это очень важно и очень ответственно. Поэтому я хотел бы прежде всего поблагодарить всех участников, всех хажунов, всех, которые здесь приняли участие. Хотел бы поблагодарить всех от имени Министерства культуры. Вот и настал самый волнительный момент, и обладателем Гран-при фестиваля «Салют Победы» 2024 года становится команда представителей Дзунхемчикского района. Кроме этого, победителям вручили денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Обладателем Гран-при фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне, становится творческий коллектив Дзунхемчикского Кажуна. Победители регионального этапа, это команда Дзунхемчикского района, получили право представлять Туву на зональном этапе Всероссийского фестиваля «Салют Победы». В случае и там победы творческую программу наших участников мы увидим в 2025 году на праздновании 80-летия Победы уже в Москве. Пожелаем удачи и победы. Арлана Байту, Батыр Базан, Самдам Иргет, телеканал Тува-24. В теме спорта воспитанники Федерации карате Тувы успешно приняли участие во всероссийских чемпионатах по данному виду спорта. Накануне в Туву привезли богатый улов – около дюжины медалей и поясов в совокупности. О самой школе карате и о том, как проходят занятия, смотрите в материале Реса Мангуша. Если раньше основным мотиватором для советских детей выступали фильмы с Брюсом Ли, то сегодня на секцию карате в основном попадают от просмотров коротких видео в интернете. Со временем юные каратисты оттачивают свои умения и мастерство под чутким обучением тренера. Максим и Назар в карате не первый день. Они уже успели себя показать и в республике, и за ее пределами. Самое последнее их успешное выступление состоялось в городе Томске. Там они заняли первые места. Этот пояс мы выиграли детской лиги карате в Томске. Она удалась нам нелегко. Мы с Назаром боролись за нее сильно. И все. Когда ты вышел на пьедестал и тебе вручили эту медаль, что у тебя внутри было? Что ты чувствовал? Я почувствовал кайф. Вот эта медаль вручается вместе с этим поясом. Я выигрывал 3 этапа ради этого, чтобы получить этот пояс. Это довольно такая хорошая медаль и крутая медаль.
Это было сложно? Это было, да, сложно. А вторая медаль? Вторая медаль еще лучше. Это международные соревнования в городе Новосибирск «Успех». Она мне досталась еще сложнее. Я готовился к этому 1 год, потому что в прошлом году я ее проиграл, и мне поставили цель ее получить. Речь идет о Кубке успеха, который проходил в Новосибирске в первых числах апреля. В крупнейшем в Сибири и на Дальнем Востоке турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 43 регионов России и 14 стран мира. Столь престижный международный турнир закончился для нашего турнира победой. Свою бронзовую медаль, добытую кровью и потом, юноша Назар посвящает своему тренеру Эдгару Галстяну и особенно своему главному учителю, наставнику по жизни и отцу Чингизу Алиеву. Мой старший тренер Чингиз Алиев пригласил меня продолжить тот путь, который он начал. И мы вместе с ним этот путь продолжаем и воспитываем хороших спортсменов, которые будут покорять не только всероссийские турниры, но и, дай бог, международные, европейские турниры. Работать с детьми сложно? Когда ты любишь свое дело, ничто не является сложным. Конечно, бывают трудности, но мы с ними успешно справляемся. Помимо Максима и Назара, в детской лиге карате золото выиграли Монгуш Санчай, Ким Александр, Данилин Рамиль, серебро у Сая Серендержу и бронза у Магомедрагимовой Айшат. Я когда выхожу на татами, я испытываю удовольствие от своей работы и то, что меня вообще позвали на это соревнование. Медаль у меня 3-я по счету и 1-я по золоту. Молодец. А где ты ее завоевал? В Томске. Руководитель Федерации карате Тувы и главный сенсей юных каратистов Чингиз Алиев крайне горд за своих ребят, поскольку с каждым годом спортсмены улучшают свой победный путь. Вновь приобретает топовая федерация, топовая команда, которая была, этому доказательство 2 пояса сегодняшних, которые мы с вами видели, этому доказательство другие соревнования. Вновь мы идем четко. Я уверен, что на следующий год будут более интересные медали российского, может даже европейского. Вернемся в состав, наверное, сборной команды страны. Кто-то уже ворвется. Вот у нас старшее поколение очень хорошо начало выступать. То есть на следующий год мы также болельщиков своей федерации будем радовать. Я в этом больше уверен. Следует помнить, карате особое внимание уделяет духовному, нравственному и физическому развитию ребенка. Занятия, как правило, приводят к достойному поведению в обществе, умению правильно держать себя при любых обстоятельствах и соблюдать этические нормы. Арес Мангуш, Евгения Данилина, Ангар Кужугет, телеканал ТУА-24. Это были все новости к данному часу. В студии был Дежусад. До встречи в эфире.